Сегодня хоть и не 1 сентября, но все же в стенах этой альма-матер настоящий праздник. Первый звонок вместе со школьниками дает глава региона. Открытие школы номер 3 с нетерпением ждали учащиеся, педагоги и родители. Свою благодарность выражают в стихах и песнях. Обещаем, что не зря школу открываете. Вы о нас еще не раз из газет узнаете. Рады мама с бабушкой, папа мой доволен, и самой мне нравится в нашей новой школе. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 750 посадочных мест. В первую очередь с открытием объекта решается вопрос с перегруженностью других школ в столице. Обращаясь к собравшимся, глава региона Махмуд Али Калиматов отмечает, что теперь учебный процесс детям будет приносить радость, а условия позволят постигать еще больше знаний. Мы достаточно много уже десятками школ строим, и в Магасе это была необходимость, чтобы разгрузить некоторые школы. У нас город, он расширяется. Для чего мы делаем, строим? Почему мы это делаем? Это же чтобы условия создать преподавателю, чтобы учительскую зашел преподаватель, там не был один стол на 5 преподавателей, а у каждого было свое место. В первую очередь должен извиниться. Почему? Эта школа должна была построена быть в 2021 году и сдана. Мы старались, чтобы ее сдали. Сколько сроков переносилось. Мне это уже 3-я школа, набережная. На каждом совещании устали. Но я сегодня вижу радость. Радость детей, преподавателей. Поэтому сегодня я хочу столицу нашу поздравить, Магас. Хочу мамочек поздравить. Особенно, чтобы можно было не возить другие там, школы. А так скажу детям, вы знаете, вы счастливые люди. Вам только надо усидчиво, старательно учить уроки. Надо всесторонне, гармонично развивать людей, детей особенно. Они сегодня как губку впитывают все хорошее. К сожалению, и плохое тоже. Вот плохого надо просто избавляться. Поздравить хочу ваших родителей, бабушек, дедушек, конкретно преподавателей. Да, знаете, придет такое время, вы никогда не устанете благодарить педагога, преподавателя, учителя. Потому что в моей жизни, если кем-то, чем-то станешь когда-то, это благодаря знаниям, которые тебе дали учителя. Мяшалчу дал чтобы у вас вот на душе здесь было светло, и не цандуша, надолго у вас все получится. Далее глава республики ознакомился с созданными условиями для детей. Махмуд Али Калиматов отметил, что подрядчикам важно, согласно договору, и дальше следить за возникающими здесь вопросами. 2025 объявлен годом защитника Отечества. В школе уделили особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Есть специальный уголок, который посвящен нашим героям. Нами победы везде должны быть. Это хорошо. Здесь все продумано до мелочей. Каждый кабинет оборудован интерактивными досками и проектами. В классах установлена качественная мебель. Есть раздевалки для старшеклассников и отдельные для младшего звена. Коридоры просторные, чтобы во время звонка дети могли свободно передвигаться. Как отмечают педагоги, особое внимание здесь уделили оборудованию. Учебные кабинеты, лаборатории, актовые и спортивные залы, медицинский и стоматологический кабинет, а также тематические классы для занятия дополнительным образованием. Словом, довольны все. Очень красивая, просторная школа, много классов. В следующий учебный год с своими друзьями мы перейдем в эту школу. Мы, так как у нас перегружен класс, мы планировали бы со следующего года перейти в эту школу, так как она мне очень нравится. С самого начала, когда я сюда заходила, мне очень понравилась эта школа. Красивые комнаты, классы. Важно, чтобы каждый ребенок получал образование в комфортных условиях. Сегодня власти региона делают все возможное для решения проблемы перегруженности школ. Запуск общеобразовательных учреждений стал возможным благодаря личному участию главы Ингушетии. Он дал обещание педагогам и детям, что откроет школы, и свое слово сдержал.
Мы хотели бы выразить огромную благодарность нашему главе Махмуду Али Макшарибовичу Калиматову вот за такую красивую школу, потому что эта школа была под его вот таким неустанным контролем, он контролировал строительство, вот сдачу. По поручению главы Ингушетии все объекты в республике строят, учитывая передовые технологии и удобства. Особое внимание здесь также уделили питанию детей. В школе просторная столовая, где за один раз могут сесть больше 60 детей. Есть также современные холодильные камеры. Руководитель республики отметил, что благодаря нацпроекту образования и другим федеральным программам за последние 5 лет в Ингушетии открыли более 40 и отремонтировано 35 школ. Цель – ликвидация двухсменного обучения. Такую задачу поставил президент Владимир Путин. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.